Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане открылась международная выставка «Белый город Ашхабад». Туркменская столица примет очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Праздничный концерт в честь Дня защиты детей пройдет в Туркменской консерватории и другие новости. В экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана стартовала 23-я международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад», приуроченная ко Дню города. Более 160 туркменских и зарубежных компаний, государственных учреждений, частных предприятий и бизнес-структур представляют свои разработки и достижения в области строительства, архитектуры, дизайна, городского планирования, зеленых технологий и других сфер, формирующий облик современного Ашхабада. Сегодня в Ашхабаде пройдет очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. На повестке дня расширение торгово-экономического сотрудничества между странами-участницами. Ашхабад на этом заседании планирует объявить городом новых спортивных возможностей СНГ. В Большом зале Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой 31 мая в 18:00 состоится грандиозный концерт с участием юных дарований из детских музыкальных школ, студенческой молодежи и именитых мастеров сцены. Программа концерта обещает быть насыщенной и разнообразной, включая произведения туркменских и зарубежных композиторов, песни из известных мультфильмов и кинофильмов. Министерство строительства и архитектуры Туркменистана утвердило обновленные строительные нормы для внутренних систем водоснабжения и канализации зданий. Содержание документа опубликовано на сайте Министерства юстиции. Принятые нормы направлены на совершенствование правил и требований к проектированию и строительству систем водоснабжения и канализации, включая горячее и холодное водоснабжение, канализацию и противопожарные системы. Центр доступа к информации Туркменистана признан лучшим в 2024 году по оценке Национального агентства информационного общества Республики Корея. Оценка проводилась по результатам деятельности в предыдущем году среди аналогичных центров, действующих в 56 странах мира. В Китае разгорелись дебаты по поводу этичности продажи кошек, собак и других мелких животных через торговые автоматы. Видео из Пекина, где в автомате выставлены кошки в крошечных отсеках, вызвало волну возмущения в социальных сетях. Пользователи отмечают, что животные на кадрах выглядят здоровыми. Однако ранее они видели подобные автоматы, где питомцы содержались в ужасных условиях, были больны или даже мертвы. Зоозащитники призывают власти Китая запретить подобную практику, расценивая ее как жестокое обращение с животными. Власти Манчестера планируют снести новый дом, который оказался на 75 сантиметров выше разрешенной высоты. Изначально план строительства в районе Прествич был одобрен городским советом, однако после завершения работ комиссия обнаружила, что дом не соответствует утвержденному проекту и превышает допустимую высоту. В связи с этим было вынесено решение о его демонтаже. Апелляция владельцев недвижимости была отклонена. Теперь у хозяина дома есть всего 6 месяцев на его снос. 25 мая стартует 18-й тур Высшей лиги Туркменистана по футболу, который завершит первую половину турнира. На данный момент уже можно подвести промежуточные итоги чемпионата. Бессменным лидером остается клуб «Аркадак», который демонстрирует впечатляющую беспроигрышную серию из 15 матчей и возглавляет турнирную таблицу с 45 очками. Погоню за чемпионом ведет Алтын-Асыр, располагающийся на второй строчке с 34 баллами. Тройку лидеров замыкает Ахал с 31 очком. Начиная со следующего сезона в календаре Лиги чемпионов произойдут значительные изменения. Помимо традиционных игровых дней по вторникам и средам, матчи турнира будут проводиться и по четвергам. Более того, все 18 матчей заключительного тура группового этапа пройдут одновременно 29 января, стартовав в одно и то же время. Реформа связана с увеличением числа участников Лиги чемпионов с 32 до 36 команд, а также с отказом от традиционного группового этапа. Вместо него будет введена общая турнирная таблица, в которой каждый клуб проведет по 8 игр с различными соперниками. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.